против правил отсутствия детских кресел и авто чревато не только крупным штрафом, но и ставит под угрозу жизнь маленьких пассажиров. Рейд ГИБДД прошел в селе Очелуки. Хорошая возможность найти работу в центре занятости помогает молодым людям стать специалистами в разных сферах. Кавказские игры, к ним готовятся спортсмены и деятели культуры. Об этом в выпуске. На телеканале «Ингушетия» информационная программа «Новости-24». Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции провели ставший уже традиционный воскресный рейд. Блюстители порядка следили за поведением на дороге участников свадебных кортежей. Нарушений много, поскольку для водителей, что следует за машиной невесты, правила в этот день не существует. Но о них им каждый раз напоминают дорожные инспекторы. Репортаж Залины Могушковой. Каждый может насчитать здесь определенно не 3 машины, если только 3 не умножить на 10. Сотрудники ДПС пытаются выровнять в одну линию каждый свадебный кортеж, ведь он чаще всего расползается по обе стороны. При регулировании встречной полосы сотрудниками ГИБДД машины лезут на обочину, как, например, здесь. Приора с номерами 242 при резких маневрах чуть не наехала на нашего оператора, а ведь так может пострадать любой пешеход. Строгое регулирование свадебных процессов началось несколько недель назад по поручению главы республики. Сотрудники ГИБДД занимают такие места, где чаще всего участники свадебных кортежей разгоняются наперекор всем правилам ПДД, да и законам физики. В таких случаях нарушители рискуют пропустить все праздничное торжество. Мы выходим на дорожное полотно. Тех, кто выезжает на полосу встречного движения, останавливаем, выявляем, то есть правонарушение, останавливаем и привлекаем к административной ответственности. Случается и так, что к кортежу примыкают посторонние автолюбители, так сказать, искатели приключений на свою чужую голову. Чаще всего это недорогие машины, которые не жалко и стукнуть. В погоне за ложным и абстрактным трофеем, как говорят в народе нускалицок, как левые, так и правые участники свадебного процесса превращают дорожное движение в настоящий кавардак. Однако теперь такое поведение не пройдет. В последнее время, после того, как начались вот эти рейдовые мероприятия постоянно, на дорогах стало более спокойнее и порядок соблюдается. Раньше как такого не было, но сейчас уже нормализовывается все. Люди начали понимать, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и не мешать другим участникам дорожного движения. Самое грубое нарушение – выезд на встречную полосу. В таких случаях водители, двигающиеся в правильном направлении, ущемляются в своих правах. Им приходится либо остановиться, чтобы переждать непредсказуемый поток кортежа, либо максимально тесниться на обочину. Как раньше было, ехал один автобус и 2-3 машины. 4 машины, я думаю, достаточно ездить за невестой. 4 машины. Старики за невестой, которые едут. Взять еще одна машина. Невесту можно сопровождать шумно и весело, но при этом не угрожая жизни как своей, так и окружающих. Водители автомобилей сами становятся провокаторами введения каких-либо дополнительных ограничений. Их отсутствие зависит лишь от того, научатся ли участники свадебных процессов веселиться правильно или нет. Залина Могушкова, Магомед Дидигов, Новости-24. Использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей требует правила дорожного движения. Несмотря на очевидную необходимость в специальных креслах и значительную сумму штрафа, некоторые водители пренебрегают требованиям правил, сознательно создавая угрозу жизни перевозимого ребенка. Такие нарушения выявляли сотрудники госавтоинспекции во время рейда в селе Нижние Очелуки. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Берегите свои жизни и жизни своих близких. Эту фразу повторять сотрудники ГИБДД не устают изо дня в день. Другое дело, что прислушиваются единицы.
ДТП в нашем регионе настолько частое явление, что многие воспринимают его уже как обыденность. Если водители не волнует собственное здоровье, пусть побеспокоятся о детях. С этим лозунгом проводится очередной рейд. Выявляют автолюбителей, перевозящих детей без специальных удерживающих кресел. Место проведения тоже выбрано не случайно. Коррекционная школа в сельском поселении Нижние Очулыки. Детей сюда в основном приводят родители. Следовательно, хватает и нарушителей. У нас сегодня проводится всероссийская акция «Внимание, дети». Скажите, пожалуйста, у вас находится на заднем сидении пассажиры без специальных удерживающих устройств? Ребенок, да? Какого он возраста? 10 лет. А вы знаете, что по закону у него должен быть специальный треугольник на ремне? У вас имеется такой? Ремни, а специальное удерживающее устройство по возрасту? А вы знаете, что это может привести к повышенным травмам в случае ДТП? Нет. Давайте мы в следующий раз с вами обязательнейшим образом, пожалуйста, приобретите. Он стоит абсолютно недорого. Зато жизнь и здоровье ребенка у вас будет всегда в безопасности. Если некоторые водители к перевозке своих пассажиров, даже самых маленьких, относятся с ответственностью, то другие пренебрегают этими правилами. Зачастую попытка инспекторов сделать справедливое замечание нарушителю чаще всего заканчивается беседой на повышенных тонах. Не обходится и сегодняшний рейд без таких случаев, которые можно было бы избежать. Удерживающее устройство. Но почему? Вы понимаете, что это жизнь и здоровье вашего ребенка? Почему вы своего ребенка подвергаете опасности? Если одного вы найдете с этой трассы, я вам все это. Я сейчас вам свою машину покажу, у меня там 2 кресла стоит. Как бы то ни было, рейды будут продолжаться. Несмотря на недовольство водителей, что относятся халатно к жизням своих детей, меры будут приниматься в отношении правонарушителей самые жесткие в рамках закона, напоминают инспекторы. По всем выявленным фактам были составлены административные материалы. Госавтоинспекция республики напоминает: водители, будьте внимательны, предельно аккуратны, перевозите детей только в специальных удерживающих устройствах в соответствии с ростом, возрастом и массой тела ребенка. Следить за безопасностью всех своих пассажиров на дороге, памятку с этим названием впору выдавать каждому водителю вместе с правами. Запомнить нетрудно, только автолюбители постоянно об этом забывают. Тамерлан Хамхоев, Новости 24. В Центре занятости борются с безработицей. Один из методов обучения молодых людей профессиям, востребованным на рынке труда. Все расходы берут на себя государство, безработных граждан направляют в различные организации. Там они становятся специалистами, что облегчает дальнейший поиск работы. Мадина Пугоева продолжит. На светофоре направо. Инструктор по вождению проверяет, насколько хорошо его подопечный усвоил пройденный материал. Впрочем, Ильязу Пошеву учеба и так дается легко. Водить машину он научился еще в школьные годы, да и правила дорожного движения знают не хуже опытного водителя. Однако, чтобы получить права категории «Б», Ильязу предстоит пополнить копилку знаний навыками, о которых он доселе не думал. Но и это для него лишь дополнительный стимул получить желанную профессию. Вот, автошколе, по направлению, любой водитель, любой Чем хочет заняться в будущем, Ильяз еще не думал. Сейчас для него важнее сосредоточиться на учебе. Вместе с ним профобучение в автошколе ДСАФ проходит еще 14 человек. Ребята получают базовый набор знаний, начиная от правил дорожного движения и заканчивая изучением механических составляющих автомобиля, двигателя, трансмиссии, тормозной системы, отопления и так далее. С этой категорией они могут заниматься своим маленьким бизнесом каким-то, извозом, могут возить пассажиров, это будет уже сертифицированные такие нормальные водители, да? Могут они также самое возить грузы, они имеют право водить грузовые автомобили общей массой до 3,5 тонн. Тем временем профессиональное обучение по основам бухгалтерии проходит еще 13 человек. Ребята изучают современную компьютерную программу, которая делает эту профессию одной из самых востребованных. Для Иши Гапархоевой, педагогу по образованию, навыки бухгалтера просто необходимы. Тем более, что с выбором будущего места работы девушка уже определилась. Занятия наши проходят довольно-таки интересно. Программа дается легко, если ты вникаешь в суть, понимаешь ее. Она не сложная, довольно-таки простая, если
Конечно, надо работать, надо заниматься. За последние 3 месяца на профобучение Сунжинским центром занятости направлено 75 человек. Причем знания в новых для них направлениях ребята получают абсолютно бесплатно. Приятные дополнения для безработных молодых людей – стипендия. Портной, швея, водитель, бухгалтер и программист. При наличии вакансий центр занятости гарантирует им трудоустройство, но после окончания учебы ребята и без помощи центра смогут найти для себя новую работу. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. На стадионе в Назрани состоялся финальный матч республиканских соревнований на Кубок главы Ингушетии по футболу. В решающей игре встретились команды «Войнах Риак» и «Строймаркет». Организатор матча – Федерация футбола Республики при поддержке Минспорта Ингушетии. По итогам игры обладателем Кубка стала команда «Строймаркет», обыграв своего соперника со счетом 1-0. Этот турнир существует уже 10 лет. Ранее он назывался Кубком Республики, но в этом году под эгидой 25-летия Ингушетии организаторы решили переименовать соревнования. А в Карабулаке на поле вышли 4 футбольные команды. Там прошел турнир, посвященный памяти Мурата Султыгова, сотрудника МЧС, вратаря, на счету которого немало побед в составе 2 команд – Карабулак и Динамо. За ходом игры наблюдал Залимхан Калоев. Фавориты прошлогоднего турнира, команда школы Магомеда Аздоева, в первом тайме сыграли в ничью. Но у них еще есть возможность показать себя во втором тайме, который длится всего 20 минут. Несмотря на то, что участники юные, они уже занимаются футболом на профессиональном уровне. Сколько детей, видите, да, на поле сейчас собралось, они очень важны. И тем более в память такого человека, который... Мурат Султыгов, который любил футбол, сам играл, и очень, честно, мы дорожим этим турниром и всегда приезжаем на эти турниры. Мурат Султыгов работал в МЧС заместителем начальника отдела государственной противопожарной службы. Всегда находил время для ведения здорового образа жизни, рассказывают его друзья и коллеги. Футбольные навыки он получил еще в Грозном, а в 1994 году начал играть за команды Карабулак и Динамо. С таким сильным вратарем обе команды неоднократно становились обладателями Кубка Ингушетии. В 1997 году Мурат Султыгов ушел из жизни в результате автокатастрофы. Ему было всего 28 лет. Такие футбольные турниры, посвященные памяти Султыгова, проводятся в Карабулаке с 2012 года, а с 2015 турнир решили проводить среди детей. Начали мы со взрослого, играли взрослые команды. Потом подумали, все-таки то, что сделано для детей, оно и дороже, и пользы, как говорится, больше. И уже 3-й турнир проводим в режиме детского турнира. Даже не во-первых, может быть, сейчас, когда он детский, во-первых, дети играют и общаются, и получают необходимый игровой опыт, а им расти, им быть в будущем футбола. Турнир, посвященный памяти выдающегося вратаря и спасателя, собрал 4 команды. В упорной схватке ребята стараются не упускать моменты у ворот соперников. Среди игроков на поле играет и племянник Мурата Султыгова, Умар. Футболом он увлекается с раннего детства, но, по его словам, до профессионализма дяди ему еще расти и расти. Я играю за команду Карабулак. В прошлом году мы заняли с этой командой 2-е место. Я хочу стать защитником, вратарем у меня не получится быть. У меня нет таланта, как у моего дяди. Для меня это честь участвовать в турнире имени моего дяди. По итогам игры между 4 командами первое место уже во 2-й раз одержала школа Магомеда Аздоева. 2-е место заняла детско-юношеская спортивная школа номер 2 города Карабулака. И 3-е место команда Сунжи из сельского поселения Троицка. Залимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24. Ингушские спортсмены и деятели культуры готовятся к Кавказским играм. Фестиваль культуры и спорта в этом году пройдет 30 сентября в Северной Осетии. Его участники будут соревноваться в различных дисциплинах. Ингушская сборная по результатам районных отборочных соревнований уже сформирована. Подготовку спортсмена проходит в Мужичи. А вот как готовиться к фестивалю мастера декоративно-прикладного искусства, расскажет Амина Бокова. Вот это нижняя юбка. К нему пришивается верх торс. К нижней юбке вот это будет как бы верхняя. Это у нас рукав
Очередное творение, над которым трудится Мадина Албагачиева, национальное платье, сшитое вручную из итальянских тканей. Таких в этой крошечной студии десятки, а тех, что подарены или проданы, сотни. И это далеко не все, что можно увидеть в этой мастерской. Картины, куклы, перечислять все, что у Мадины хорошо получается, можно долго. Уже 15 лет мастерица шьет и делает различные поделки на заказ музеям республики для различных выставок. Сейчас она готовится уже 8-й раз представить свои работы на предстоящем фестивале культуры и спорта народов Кавказа. Это костюм амазонки. Я собираюсь его вести на Кавказские игры. Верхняя одежда типа черкесски, рубашка, брюки. Должна быть обувь и курхарс. То, что детское увлечение станет призванием по жизни, педагог по образованию Мадина никогда не могла представить. С детства она шила своим игрушкам платья, однако с возрастом любовь к куклам не прошла, поэтому решила создавать свои. После окончания института девушка поступила на курсы кройки и шитья. Тогда-то и начали поступать первые заказы. Сейчас она уже сама обучает юных мастериц секретами шитья. У Мадины 4 ученицы. Ее источник вдохновения и поддержка во всех начинаниях супруг Магомед Мурзабеков. Тоже творческая личность. Ювелир с 15-летним стажем. Любовь к созданию украшений у него возникла после школы. Тогда-то он и определился с выбором профессии. У меня всегда, я какие-нибудь побрякушки, там что-то делал, ковырялся в них. Постоянно какой-то интерес, чувствовал, что у меня проявляется интерес к тонким вещам, чтобы что-то сделать. У ювелира своя мастерская, десятки изделий, как из чистого серебра, так и из золота. Изготавливать украшения в национальном стиле Магомед начал после того, как приехал в Ингушетию из Казахстана и Германии, где до этого ювелир жил и работал. Воспоминания об этих странах он перенес на свое творчество. Работы Магомеда также будут представлены на предстоящих Кавказских играх. Это значок Ингушетия, солярный знак. Это тоже серебро, сзади булавка железная идет. Вот такой вот значок на пиджак, на рубашку мужской. Например, изделие, вот на вот это изделие, например, это кольцо Ингушетия. Вот такая вот сетка внутри здесь красивая. Чтобы сделать эту печать, у меня уходит где-то 1,5 недели, это точно. На национальном подворье фестиваля также будут представлена выставка этнографии фондов музеев регионов СКФО. В Музее краеведения имени Тугана Мальсагова уже начали подготовку. Более 300 экспонатов упакованы и ждут отправку в Москву на мероприятие, посвященное 25-летию Ингушетии. После все они отправятся в Владикавказ на Кавказские игры. В этой выставке будут представлены экспонаты с фонда этнографии, археологии. Там есть и нагрудники, мужские и женские, пояса, бусы, браслеты. Также туда повезут картины известного нами художника Хуш-Амета Имагожева. В рамках культурной программы фестиваля Минкультом Ингушетии запланировано выступление мастеров искусств региона, заслуженных и народных артистов Тимура Дзейтова, Рагда Ханиева, Рахмана Бекова. Также выступление готовит государственный ансамбль танца Ингушетия. Будет представлена новая хореографическая композиция «Гвелетинский танец». Это грузинский танец, постановку делал наш гость из Грузии. Ну, а также будет государственный ансамбль представлен их визитной карточкой. Но также мы планируем в рамках фестиваля показ фильма о Республике Ингушетия. 8-й по счету фестиваль культуры и спорта народов Кавказа пройдет уже в конце сентября. Впервые за свою историю Кавказские игры будут проходить 2 дня. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. Завершился 2-й день чемпионата СКФО по боевому самбо. В нем участвовали больше сотни спортсменов разных возрастов и весовых категорий. Об итогах соревнований расскажет наш корреспондент. Муса Евлоев занимается боевым самбо всего полгода, и за это время фундамент смешанных единоборств, как его любят называть профессионалы, уже прочно вошел в его жизнь. Вот и сегодня Муса уверенно одолел своего оппонента. Схватка за выход в полуфинал первенства СКФО сложилась для него весьма удачно. Чемпионат и первенство СКФО по боевому самбо собрало немало любителей этого вида спорта. Здесь и базовые борцы, и боксеры, и каратисты. Неважно, в каком виде спорта ты хорош, если найдешь себя в самбо, развивать успех придется во всех направлениях, отмечают судьи. В очередной схватке Исмаил Картоев победил соперника не без проблем. Спортсмен отдает должное подготовке своего оппонента. Столько холодов партера, а так это партер завяз. А вот что.
А вот Илисхан Ажигов не оставил своим соперникам никаких шансов, даже несмотря на разницу в антропометрии. В полуфинальном поединке он тактически переиграл оппонента, однако в финале пришлось труднее. Во время заключительной 4-минутки Илисхан сломал палец, что не помешало ему выиграть с внушающим счетом. Ребята показывают хороший уровень подготовки, отмечают организаторы. Несмотря на юный возраст, у некоторых уже видны задатки отличных самбистов. Учитывая то, что ребята из боевого самбо впоследствии переходят в ММА, важно отметить, что чем серьезнее подготовка в этом виде спорта, тем лучше будут перспективы. Уровень хороший, конечно. Чем выше уровень возраста, ближе к старшим юношам, мы увидим уже квалификацию близкую к взрослой, уже по той технической оснащенности бойцов. Вот. Мотивированность, конечно, желание победить у всех одинаковое, запредельное. Что радует, старшие и средние юноши, категория хорошая, перспективная, есть хорошие показатели. Вот в этой бескомпромиссной конкурентной борьбе с представителями Чеченской Республики, в частности, тут главная интрига наших соревнований именно вот между нашей школой и школой Чеченской Республики. В качестве судьи сегодня Игирихан Шибилов, отсудивший немало турниров самого разного масштаба. Несмотря на большое количество ребят, присутствующих в зале, Игирихан отмечает, участников могло бы быть гораздо больше, если бы бойцовские клубы выставили своих спортсменов. Я не считаю клуб топовым, если его бойцы не выступают на региональных турнирах и не выступают по любителям. Вот хотелось бы к ним обратиться, чтобы они представляли своих бойцов на таких соревнованиях. У нас профессиональных бойцов ММА 10-12 человек. А в клубах, таких как РЗИ, НАРТ, война, занимается до 100 человек. Боевое самбо – вид спорта травмоопасный. На случай, если спортсмены получат травму, рядом дежурит бригада врачей. Рассечение, растяжение мышц или другая травма, они готовы оказать первую помощь. Серьезные травмы, там могут быть растяжение голеностопного сустава или голени. Но пока таких случаев я не наблюдал. Единственное, был один случай, там, ушиб икроножной мышцы. Мы оказали первую помощь, и больной, я думаю, будет участвовать дальше в турнире. Всего сегодня спортсмены выступали в нескольких возрастных категориях. Юноши 2000-2005 годов рождения. Победители получили грамоты, кубки, медали и, что гораздо важнее материальных ценностей, новый опыт, который, несомненно, окажется полезным. Тамерлан Хумхоев, Адам Долгиев, Новости 24. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.